Тема моей лекции – социальное устройство якутского социума. Но для начала, для затравки, я хочу задать всем слушателям такой вопрос. Как вы думаете, в какой форме можно изобразить социум? Это будет круг, или это будет треугольник, или это будет четырехугольник, прямоугольник? Может быть, это будет море, может быть, это будут горы, пески и так далее. Вам, наверное, покажется, что это просто такой развлекательный момент. Отнюдь нет. Это играет достаточно большое значение, потому что вот эти социологические фигуры, они отражают внутреннее содержание, внутреннее устройство социума. Ну, давайте сделаем так. Вот этот вот мой вопрос оставим на конец лекции. В конце я на него сама же и отвечу. А сейчас мне хотелось бы построить свою лекцию по такому плану. Я расскажу об устройстве якутского социума на 4 уровнях, на 4 этапах его развития. Это дореволюционная Якутия, Якутия после перестройки, Якутия переходного периода и, наконец, сегодняшняя Якутия, Якутия рыночного периода развития, Якутия постсоциалистическая. Также я отвечу на вопрос, какие методы мы можем использовать, изучая социум, какие методы являются наиболее адекватными, наиболее валидными. И я расскажу об укладах, об устройстве якутского социума. Моя лекция будет заимствована мной вот из этого учебника «Социология социальных структур». Я имею право заимствовать ее с этого учебника, потому что этот учебник написала я сама. Вышел он в 2019 году в издательстве «Инфра-М», город Москва. Вы знаете, конечно, что это крупнейшее издательство России, которое публикует учебные пособия, научную литературу. И мне невероятно приятно сказать, что этот учебник занял первое место в России в 2019 году в номинации «Гуманитарная, общественная, научная литература». Ну, итак, начнем. Якутия дореволюционная. Что она из себя представляла? Я открываю свой учебник и позволю себе несколько цитат, несколько мыслей из этого учебника. В дореволюционной Якутии, так же, как и в дореволюционной России, все население было разделено по национально-сословному признаку. И это уникальный пример практически полного наложения друг на друга двух решеток – этнической и социальной, и профессиональной. И вот я вам покажу первый график национально-сословной стратификации в Якутской области к началу XX века. Это местное инородческое население. Из каких частей оно состояло, из каких групп сословий? Это были крестьяне, скотоводы, охотники, рыболовы. 80%, подавляющее количество населения они составляли. Кстати, это самый старый класс общества. Он ведет свой отчет с рабовладельческих времен и очень долго существовал в истории человечества. Выше располагается городское сословие 10-15% и тайоны 4-5%. Городское сословие, мы к этому еще вернемся. Это интересный момент, как преобразовывалось городское сословие и есть ли городское сословие сегодня в структуре нашего социума.
Так, сейчас, значит, мы отложим эту пирамиду и обратимся к другой пирамиде. Это тоже национально-сословная стратификация в Якутской области к началу XX века. Это русское население Якутии. И, значит, из каких слоев состояло русское население Якутии? Крестьяне, землепашцы, огородники и другие – 60-65%. И примерно так же, как и народческое население, мещанство 10-12%, военные тоже 10-11%. Поэтому вот я объединила одним цветом два этих сословия – военные и мещане. Дальше идут совсем маленькие, совсем мизерные сословия, но это не значит, что их роль в жизни общества была мизерной. Купечество 0,6% не дотягивало даже до 1%. Разночинцы 0,8%, почетные граждане 1%. Значит, смотрите, имена купцов дореволюционной России мы хорошо знаем. Это Акипсим Кушнарев, это Анна Громова, значит, это Олейникова, это Никифоров и другие имена. Но их было мало. Если сравнить с Центральной Россией, то в Центральной России было 38 крупных фамилий купцов, которые составили потом основу российского торгово-промышленного класса. Здесь же всего 0,6%. Разночинцы. Кто такие разночинцы? Это студенты старших курсов, люди свободных профессий, художники, поэты, музыканты, юристы, у которых были маленькие адвокатские конторы. Но их тоже очень мало, потому что по существу капитализированным был единственный город, это только город Якутск, Вилюйск, Алёкминск, другие маленькие города, они скорее были феодальными городами. Теперь такой момент. Как изучать население национально-сословной стратификации? Ведь это 19 век, прошло много времени. Какие методы здесь использовать? По методикам у меня, значит, есть отдельная таблица. Вот, значит, у меня идут методы сбора информации, методы обработки информации и перспективные методы социологии. Фактически здесь использовался самый главный метод – это контент-анализ документов, это использование результатов переписи населения, в данном случае 1897 года. Мне пришлось даже ехать в город Петербург и работать в публичной библиотеке и изучать вот эти документы, чтобы ответить на вопрос, из каких слоев состоял якутский социум. Что мы можем почитать по этому поводу? Тоже не так много, достаточно ограниченное количество материала. Но вот могу посоветовать вам только работы полицильных. Ну, например, Ионов изучал договорное и семейное право у якутов в Намском Улусе. Он писал о скотоводах, он писал, значит, о различных группах внутри крестьянского сословия. Йохельсон написал, значит, историко-этнографические заметки о Якутии. Ну, можно было упомянуть Вацлава Серошевского, но это в основном этнография. Можно упомянуть Феликса Кона, который в своем очерке из Якутска также написал, значит, национально-профессиональный состав Якутска. То есть ограниченное количество материала, но дает нам какую-то возможность представить себе вот картинку старой Якутии, что происходит потом. Потом происходит революция 1917 года, гражданская война 1922 года,
и в этом году мы будем отмечать столетие создания Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Якутия – окраина России, где гуляют банды пепеляевцев, колчаковцев, артемьевцев и так далее. И храбрые, красные комиссары побеждают их в конце концов. Это Аполлинарий Рудзинский, это Иван Строт. Это история нашей республики. И вот они ломают эту пирамиду до такой степени, что новое социальное устройство якутской автономии совершенно другое. Вот обратите внимание, социальная структура Якутской автономной Советской Социалистической Республики, и это вот уже такой длинный прямоугольник, который мы делим на 3 части, и появляется, как тогда говорили в Советской России, 2 класса и 1 прослойка. Это рабочий класс 40%, трудовое колхозное крестьянство 40%, служащие и интеллигенция 19%. Кстати, по поводу рабочего класса, ведь в той пирамиде не было рабочего класса, как вы помните. Там были мещане, там было городское сословие, там были ремесленники. То есть фактически можно сказать, что от 10% рабочий класс вырос вот до такой мощной силы, целых 40%. Рабочий класс в Якутии сложился к 1960 году. И это был промышленный пролетариат, это были рабочие горнодобывающей промышленности, транспорта, авиации, автомобильного транспорта, электроэнергетики. То есть это была реальная сила советского общества. Трудовое колхозное крестьянство перешло в новую эпоху, и оно подверглось таким, тенденциям, как коллективизация, новое расселение сельского населения, но оно осталось в структуре советского социума. И служащие, и интеллигенции 19%. Помните, я вам говорила, запомните городское сословие, и я вам говорила про мещан, и говорила про разночинцев. Вот все они дали основу создания нового класса служащих и интеллигенции. Появилась массовая советская интеллигенция. Это врачи, педагоги, те же юристы, воспитатели, и так далее. Смотрите, как все это изучать? И кто это изучал? Первые якутские социологи. Иван Александрович Аргунов, который возглавлял первую социологическую лабораторию в Институте языка, литературы и истории. И это были первые исследования, и здесь уже расширяется диапазон наших методик. Мы применяем уже мониторинги, которые регулярно проводятся, трендовые исследования используем, мы используем интервью и используем вот этот анализ, одномерный анализ полученных нами данных. Еще такой интересный момент. В советские времена была развита марксистско-ленинская социология, и было принято говорить, вот 2 класса, 1 прослойка, социальная однородность общества. Почти никто не писал о советской элите, хотя она существовала. Вот 1% наверху – это представители партийных кругов, работники, допустим, обкома, горкома партии и так далее. Да? И вот посмотрите, внизу я добавила люмпен, интеллигенцию, социальные маргиналы. Я их так, добавила.
и подчеркнула, значит, как бы пунктиром, потому что в трудах советских социологов об этом не писалось. Никто не знал, кто такая люмпен-интеллигенция. Это был советский андеграунд, это были художники, рок-музыканты, писатели, люди свободных профессий, которые не знали, куда им поместиться, ни к рабочим, ни к трудовому крестьянству, ни, значит, к интеллигенции они не подходили, и вот поэтому они поместились вот здесь. Значит, об этом почти никто не писал, хотя было такое исключение, был великолепный советский социолог Бестужев Лада, который вот как раз в своих трудах рассмотрел, Игорь Бестужев Лада, который в своих трудах рассмотрел и рабочий класс, и служащих интеллигенцию, подчеркнул, что они далеко не однородны и живут тоже по-разному. Есть высококвалифицированные, высокосознательные рабочие, есть рабочие низкой квалификации, средней квалификации, которых большинство, и точно так же неоднородна советская интеллигенция. Что происходит дальше? Дальше происходит перестройка, 80-е годы XX века, конец 80-х годов XX века, и вот вроде бы внешне остается та же фигура, внешне, то есть это тоже некое такое, значит, горизонтальное деление общества, но обратите внимание, наполненность совершенно другая. Рабочие остались, количество служащих увеличилось, но появились маргиналы. 23%, и появились полупредприниматели. 7-10%. Их тогда так называли, полупредприниматели, так их называли московские социологи Рывкина, Заславская. Почему полупредприниматели? Потому что день они могли работать, к примеру, учителем в школе, а второй день они торговали на рынке. Какое-то время, значит, вот они были учителем, а какое-то время они уезжали в качестве челноков в Китай, к примеру, чтобы продавать товары. Вы знаете, что именно так и развивался капитализм, он начинался как раз с челночества. То есть, как видите, внешне вроде бы та же социологическая фигура, но наполненность ее другая, и вот появились маргиналы. Маргинальные слои, включающие в себя всех тех, кто, значит, не имеет официального постоянного дохода. Это студенты, пенсионеры, временно безработные, хронически безработные. Это полупредприниматели, мелкие, бедные предприниматели. Это, значит, больные люди, которые не могут работать. Это криминалитет. Вот этих людей в 90-е годы было очень много. Они стали очень рельефно заметными, тогда как в советской России они были скрыты. В 90-е годы мы начинаем активно проводить исследования. Вот я сейчас использую вот эту книгу «Новый профиль социальной стратификации общества России». Она была издана за рубежом. Это моя книга тоже по исследованиям в Якутии. Вот я открываю эту книгу и смотрю, что мы делали в 90-е годы. Мы изучали 10 главных трудностей, мешающих подняться и укрепиться бизнесу. Бизнес только появился, нам было это интересно. Мы изучали малые предприятия, которые возникали и почти сразу же, значит, закрывались. Так, мы изучали малые предприятия в Якутске, Нерюнгри, Мирном. Значит, напомню, что
до революции в республике даже 1% купечества не было. Значит, фактически в истории социальной структуры Якутии не осталось как бы исторической памяти об этом классе. Все приходилось начинать с нуля. Поэтому становление бизнеса в республике происходило с большими трудностями. И дальше, значит, вот мы изучаем трудности взросления нового класса, типологию якутских предпринимателей, перспективы развития бизнеса, постоянно проводим мониторинги, изучаем, кстати говоря, фермеров и выясняем, что, оказывается, фермеры с большим трудом приживаются в республике, в отличие от Центральной России, и почему-то вот они не считают себя фермерами. Они упорно называют себя крестьянами. Здесь мы рассматриваем сложности, парадоксальные ситуации, связанные с фермерами, почему они являются неблагополучной прослойкой общества, а хотя по логике должны были быть благополучны. Вот таким образом 90-е годы – это был взлет эмпирических исследований в республике. И далее мы с вами переходим к четвертой стадии, четвертому уровню развития якутского социума. Это уже социум после перестройки и появление новых классов. Значит, снова возникает совершенно новая модель социума, уже четвертая по счету, если мы начинаем считать с феодальной Якутии. Были плюсы в нашей работе социологов, потому что теперь мы стали активно использовать и интервью вот с предпринимателями, с фермами, фокус-группы. Мы собирали фокус-группы и предпринимателей, и даже маргиналов мы собирали фокус-группы. Контент-анализ мы использовали. И самое интересное, что мы стали использовать многомерный анализ социума. Вот на этом я бы хотела остановиться особо. Вот смотрите, я взяла с собой книгу Роберта Мертона «Introduction to Sociology». Вот такая внушительная большая книга, она написана на английском языке. И, значит, я использую ее в своей работе. И давайте посмотрим, как он определял, что есть общество, американское общество. Причем об этом он писал еще где-то в 50-е годы. Он говорил, ну, я сразу на русском буду читать, что общество – это кластер или многообразие кластеров, или система. Интеракции – это взаимодействие между организованными группами людей. Ключевое выражение здесь – кластер или группа кластеров. Я подчеркиваю, американские социологи еще в 50-е, в 60-е годы говорили, что социум нужно рассматривать, используя таксономию или кластерный анализ. Мы к этому пришли гораздо позже. Мы к этому пришли только в нулевые годы, достаточно с большим опозданием, и мы стали использовать факторный анализ, метод МГК, таксономию, множественные корреляции, различные виды кластерного анализа, в частности, метод К-средних стали использовать, чтобы сделать сплошную кластеризацию якутского социума и посмотреть иерархии, каких кластеров имеется в новом социуме. И мы обнаружили принципиально новые кластеры. Вот эта модель, она актуальна и сейчас. Первое – это социальные маргиналы. Дальше идет нижняя городская экономическая группа. К ней примыкают традиционные служащие и традиционные рабочие.
Выше идет группа с хорошими жизненными показателями, выше высшая городская экономическая группировка и состоятельные предприниматели. Сейчас я дам краткую характеристику каждого из этих слоев. Про социальных маргиналов я вам уже говорила, то есть это люди с нулевым социально-экономическим статусом, не занятые в производстве экономического продукта, люди такого безвременья, перехода от чего-то к чему-то, возможно, потерявшиеся во времени и в пространстве. 20-25% их в якутском социуме – это, конечно, проблема переходного периода. Теперь нижняя городская экономическая страта. Люди, которые входят в нижнюю городскую экономическую страту, она достаточно большая, она достаточно солидаристическая, то есть люди поддерживают друг с другом хорошие интеракции. Сюда входят те заработные платы, которых один прожиточный минимум или даже ниже одного прожиточного минимума, значительные расходы на питание, преобладание рядовых специалистов средней квалификации, средний и низкий социальный статус профессии. Вот в эти нижние слои экономические оказались как бы вытесненными или даже отброшенными, скажем, рабочие промышленных предприятий, когда эти промышленные предприятия стали закрываться. Скажем, школьные учителя, которые оказались в состоянии, значит, бедности, даже нищеты. И вот эти нижние городские экономические слои, они достаточно большие в якутском социуме. Впрочем, как и во всей России, Татьяна Заславская писала о том, что это базовый слой российского социума, он присутствует в структуре многих регионов, и мы доказали его присутствие и в республике Саха-Якутия. Значит, выше этого идут традиционные рабочие и традиционные служащие. Они перешли к нам из советской структуры. И их характерная черта состоит в том, что они сохранили советский менталитет, и благодаря этому советскому менталитету они и держатся вместе. То есть это советские праздники, советский образ мысли, значит, это советские песни, советские книги, это какое-то ретро-кино. Ну и, возможно, даже это какие-то определенные политические предпочтения, скажем, коммунистические. Эти слои остаются в якутском социуме. В целом, нижняя городская экономическая группа, традиционные рабочие, традиционные служащие, они составляют 50-69% якутского социума, их большинство. Наибольший интерес для нас представляет группа с хорошими жизненными показателями и высшая городская экономическая группа, потому что эти группы являются постфактумом перестройки. Это новые группы, которые в будущем составят капитализированный средний класс, цивилизованный средний класс, так же, как и во многих странах мира. И вот характеристики, значит, этих групп, ну, допустим, группа с хорошими жизненными показателями, значит, она объединяет тех, кто получает достаточно хорошую зарплату, это выше медианы по всей совокупности. Также она имеет оптимальные расходы на питание 50-60%, даже 40%. Это престижные
специальностей. Это работа в сфере бизнеса. Это достаточно высокий социально-профессиональный статус, хорошее образование. Это динамичная группа. Она стремится попасть наверх по социальному лифту. Она не хочет оказаться в традиционных служащих и в традиционных рабочих. Для нее это не перспективно. Она стремится стать представителем высшей городской экономической группы. Высшая городская экономическая группа. Почти 100% этой группы имеют высшее образование. Высокий профессиональный статус. Оптимистичные самооценки своего положения в обществе. Это высший средний класс, если использовать методику Ллойда Уорнера, американского исследователя, который вот говорил, что есть нижние слои, средние слои и вот высшие слои. Ну вот нижние слои – это у нас нижняя экономическая группа, средние слои – это группа с хорошими жизненными показателями, ну и вот высшие городские слои, пока 5-7% они составляют в пространстве якутского социума, но в будущем они будут развиваться. Ну, я повторяю, что мы использовали здесь большое разнообразие методик, мы использовали big data, большие данные, мониторинги, которые постоянно повторялись, значит, методы повторных выборок использовали, таксономию и так далее. И теперь вот еще один из результатов нашего исследования. Мы задались таким вопросом, какие уклады и стили жизни есть в пространстве якутского социума, и доказали, что традиционный патриархальный образ жизни в Якутии сегодня ведут только 13% населения. Всего 13% населения. Основная масса придерживается индустриального образа жизни, который делится на отдельные, значит, субстили. И космополитов, и негативистов, пессимистов всего 7%. Значит, по поводу традиционного образа жизни также обращусь к одной из своих статей. Что есть традиционный образ жизни? Это, значит, приверженность родовому клану, это культивирование ценностей традиционной семьи, постоянное соблюдение этнических традиций, это ежедневное соблюдение этнических традиций, потому что поверхностное время от времени соблюдение – это вот характерно для индустриального образа жизни, а ежедневное соблюдение – это только для патриархального образа жизни. Это владение родным языком, читать, писать, читать классическую литературу, знать даже какие-то архаизмы, это склонность к оседлости, и это занятие традиционными видами труда. Кроме того, здесь действуют и субъективные факторы. Нужно любить этот образ жизни, нужно, значит, всегда жить вот в своем селе, никуда из него не уезжать, и, значит, постоянно его культивировать. Но сегодня не так много осталось приверженцев вот такого строгого традиционного образа жизни, хотя вот внутри индустриального образа жизни есть так называемые рефлексирующие неотрадиционалисты и умеренные неотрадиционалисты, которые тоже знают свой язык, которые тоже знают традиции, и с удовольствием их придерживаются, но совмещают это все, допустим, с ценностями глобализации. Поэтому они и относятся к индустриальному образу жизни.
Ну, вот таким образом, в целом, я исчерпала, значит, весь материал сегодняшней лекции. Я вам показала, как развивалась Якутия, вот начиная от феодального времени, какие этапы она проходила. Я рассказала вам, какие методики мы использовали для того, чтобы изучать якутский социум, но остался еще один вопрос. Какая же фигура социологическая является лучшей для изображения социума? Лучшей является круг. Круг – это символ равенства, но он слишком идеален, и он недостижим. Круг – это первобытный коммунизм. Как мы видим, в реальности чаще всего общество представляет из себя пирамиду. Как сказал у меня один студент, что это неизбежно, пирамидальное устройство современного социума, потому что социальное расслоение неизбежно. Но также общество можно изобразить и с помощью фрактала. Кстати, это новое перспективное направление развития социологии – фрактальная геометрия. Буквально 2 слова о фрактальной геометрии. Что такое фрактал? Это подобие, уменьшенное подобие какой-то большой структуры. Значит, в принципе, в природе очень часто встречаются фракталы. К примеру, волна по своей структуре в целом повторяет море. Зыбь на волне в целом повторяет, значит, море. Или, допустим, ветка дерева тоже повторяет структуру дерева в целом. Но есть такие социологи, которые считают, что лучшее фрактальное изображение социума – это вот пески, это сыпучие пески или зыбучие пески. Это вот небольшой вот такой бархан, он повторяет большие барханы, социум в целом. И кроме того, существует некий фактор X, он может быть даже один, который одномоментно разрушит весь социум до основания. Вначале мы с вами говорили, что таким фактором X были красные командиры, которые изгнали с Якутии, значит, белобандитов и установили свои условия и полностью сломали социальную структуру. Но этим фактором X может быть и пандемия. И вот барханы уже имеют другое строение, все меняется, появляются новые структуры. Я думаю, что фрактальная геометрия имеет большое будущее в социологии, и стоит ее использовать для изучения вот каких-то нелинейных систем, значит, с высокой степенью неопределенности. Ну и по поводу пирамидального устройства социума и мнение моего студента, что оно неизбежно. В настоящем обществе сегодня оно действительно неизбежно, потому что социальная стратификация является инструментальным понятием, социальное расслоение было и будет, но есть плюс. А плюс состоит в том, что мы свободно можем передвигаться внутри этой социальной пирамиды, чего не было раньше, и мы можем даже от социальных маргиналов подняться выше, выше и выше, достичь средних и даже высших слоев и этажей общества.